поселком остановились. Там нас ждало уже две машины. Две машины ОМОНовские. ОМОНовцы были северные, в северных районах. И дело было, ночью нам сначала предложили покушать, выпили, а потом приказ был, вы должны изнасиловать. Вот. Первым я изнасиловал, потом Михаил Патрхан, третий Георгий Евреев. Но это потом всех остальных мне надо было это неприятность процедуры в этом возрасте. Всех участвовали. Один из ОМОНовцев все это снимал. Задание было взять это из центра, чтобы нас посадить на крючок. И наша группа. Второе задание было это убрать человека просто кабан. С этим кабаном поступили так, что приехали на мотоцикле, я, Камал Илюм и Михаил Патрхан. Поехали, поздоровались, все. Сели, но убивал я. Без пистолета. Без поверить, что он умер. Умер и ушли отсюда. Это нужно было для того, чтобы подумали о том, что его убили советские боевики. В каком году это было? Это уже было после войны. В 97-м, 98-м. Недолго, 97 год. И В конце там. конец, наверное, 97 И третье задание выезжали всей группой. Какое это было? Ну, Монастырское. Монастырское, Крестьяновка. Со стороны Монастырской мы заехали. Группа была почти вся. За исключением одного товарища, который есть. Или минет из России. И это было, я приехал на УАЗике. На УАЗике ГАЗ-69. ГАЗ-69 взял своего соседа. Сосед под предлогом, просто на рыбалку надо поехать. Их собрал. С нами был еще один мотоцикл. На всякий случай. Опять же проехали мы. Группа, дозорная группа нас пропустила. Мы подъехали в третий дом. С правой стороны, как со стороны Монастырки заезжает в Крестьяновскую. Они разошлись по углам, надзор, чтобы никого не было, и когда установилась возможность, я вызвал этого человека. Этому человеку я предложил купить или продать, договориться, затем так поздно пришел. Удалось оттащить его в сторону. Там я его пристрелил. С нами был человек. У этой группы был один автомат. Калашников. На всякий случай, если будет сопротивление, что мне не удастся, да? Так пришлось. Все это сделали. Где? Илью, это правда то, что говорит? У тебя есть изнасилование? Нет. Точно говори. Так, Взрыв. переводим. Ты руководил группой, да? Да. Сколько человек у тебя в группе было? Трое, да? Это правда? Да. То, что Болгарев говорит, правда? Это правда. Ты участвовал? Участвовал в изнасиловании. Он
И ОМОНовцы нас заставили под стрелом, под дулами автомата, что мы это сделали. Полковнику. Что? Это правда? Они меня слушают только. Но среди ОМОНовцев, видать, которые снимали, там были более высокие. Нам тоже приказы перед моим арестом ходила чисто дезинформационная война против населения приграничья. Чисто дезинформационная война. Именно внушать населению, что нынешняя власть ни в коем случае не справится со своими обязанностями, постоянно будет, народ будет угнетенный, это воровство не кончается, продовольствие очень дорогое, вот закрытие нашим управлением было поставлено задача провоцировать на границе постоянно перестрелки, закрытие границ, и чтобы население было недовольно местной властью. Это самое главное. И беспрепятственный вот на 15 число, который был, сколько я знаю, был намечен вот путь, чтобы это было населением воспринято воодушевленно. Среди всех народов, буквально всех национальностей, где проживает наша группа, это беспрерывно шла эта информация. Кроме того, шла информация, что будет бомбить, что уходите вы это дело, на такое-то число. Первый начал уходить, это аварское селение Борозиновска, начал уходить народ. Потом уже обстрелы настолько участились, и другие. И что говорит на то, что виноваты во всем боевики спереди. Да. Вот на этот, основной упор на этом было. Не только нашей группы, это дело спецслужбы, которая находилась в самом Киевском районе. И среди мои информаторы распространяли только искаженную информацию, преувеличенность, так сказать. Там, если кого-то убили там семью, целую семью. Если воровали, то воруют у всех подряд, что это воруют именно люди с бородами, вооруженные, что это не какие-то местные там вористы, а именно целенаправленно. Надо либо уезжать отсюда, либо ждите вот, только не притягивайте в воду вот. С того, что пошла волна репрессий, находившего движения, одновременно центр задал мне задание среди своих подчиненных издать приказ о том, чтобы старицу это движение не образовывало. И я передал бумагу и приказ через своего посыльного старицу на Сталингреева Елдина, на лейтенанта. Дальше. Это приказы было четко, ясно доложено, что надо Покуза Баймурата заставить, чтобы он уехал в власть. Мы с Курмановым ему запасли, показали ему бумагу, что его отец пошли на КГБ. Он действительно был? Да. Дал Болгар. Болгар, он был действительно? Мне дали из центра эту бумагу и полностью заверили, что он на эту бумагу обязательно клюнет, и эта бумага подействует. Отец работал. Это фальшивое было? Нет, они сказали, что это почти гарантированно. В крайнем случае припугните его, что будет смерть. Впоследствии стреляли. В смысле того, что он занят уже, ФСБ заняло самим Баймуратом. Если эта бумага на крайний случай не поможет, но бумага помогла. Чисто информационная, именно информационный, там женский отдел, завербованный мною, Канебек, помню, Шабасирова, она же
Также и женский отдел, служба по сбору информации среди руководящих органов народно-образовательных. Вот. Демандето кабинет. Такое было. Село Старицу, завербовано в 1997 году. Звание старший лейтенант. Чтобы у нее получить информацию, мне надо связаться с Махмудовым Махмудом, проживающим в селе Привольное. Он часто ездит, кроме того, что у него свои коммерческие дела, он заезжает к ней, берет информацию у нее, передает мне. Дальше в Привольном под нашим, у нас работает еще Мамбетов Владимир, глава администрации, тоже отдел информации. И В каком году было? тоже в 97 году это информационный отдел, в 97 году завербован. Из этих передают информацию. И также Переклей работает двое милиционерами. Девезов и Махмудов. Как зовут Девезов? Демурат и Махмудов. Алексей. Чем? Какую он информацию передает? Вот эти как раз люди передают информацию о том, насколько исламское движение, насколько может продвигаться в сторону авторитета. Молодежь в каком количестве лагеря отбывать, все эти новости узнавать и потом уже передавать. За ними сразу следят и переклический отдел, и я, Старники Яры. Это просто те люди, которые перейдут именно на территорию Старника, чем Мутеки. Потому что в основном проезд идет через Мутеки. Кроме того, еще у меня агент, зарегистрирован агент такой, который должен стать в случае победы российских войск префектом Сокольского района. Им является Генерал Хатал. Как фамилия? Генерал Хатал. Одно время он был мною завербован